Я продолжаю писать карту дня на 22 января, на понедельник. Смотрим мы следующие 6 знаков зодиака. Это у нас будут весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбки в этом видео. Если вы свой знак не услышали среди названных мной, вам нужна первая часть. В ней будет первые 6 знаков. Как ее найти? Под этим видео внизу я оставляю для вас всегда ссылочку. Нажимайте, переходите, и там будут ваши первые 6 знаков. Я смотрю дальше. Весы. 22 января. Понедельник. Смотрим, что у вас будут за события. Сразу же смотрите, ножницы выпали. Это решится какой-то вопрос у вас в понедельник. Может быть тайная встреча, тайное свидание. Госучреждения нельзя. И также, смотрите, выпал еще и успех. Лавровый венок. Любовь. Змея. Змея — это завистники. Якорь. Якорь — остановка где-то надолго. Может быть, на свидании проведете много времени. Деловой разговор. Бабочка. Прибыль нельзя. Здесь я не вижу, значит, смотрим. Ну, горизонтали не увидела, смотрю, вертикали проверяю. Нет, 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 нет совпадений. Значит, смотрим, что у вас повыпадало. Первое событие. Решится вопрос у вас в этот день, причем решится успешно. Очень, да, вас ждет успех. Может быть, в каком-то деловом разговоре. Выпал еще разговор деловой. Дальше все хорошо в личной жизни. Любовь, тайная какая-то встреча, сюрприз от любимого человека. Общение со змеей – это общение с человеком, ну, который вам завидует, да, то есть который имеет к вам какую-то претензию, да, то есть обязательно что-то подметит, да, и съязвит. Ну, особенно, то есть если с успехом выпадает вместе, да, то часто это зависть других людей, да, то есть к вашему успеху. И якорь — это когда мы долго проводим где-то время. Якорь выпадает, допустим, там 2-3 часа, находимся на одном месте и не перемещаемся. Ну, вот такая информация для вас. Благодарю за внимание и перехожу я к скорпионам. Так, скорпиончики. Сейчас, секунду, отвлекусь. Так, смотрим скорпионы. 22 января. Понедельник, события дня. Не вижу событий. Есть новость. Рыбу нельзя. Успех. Деньги. Свидание. Так, смотрим. Бокал еще есть, застолье.
Так, застолье. Здесь нет, нет, нет. И есть еще будильник. Получается, смотрите, что за события вам выпали. Точно будет какая-то новость в понедельник, поэтому проверяйте, особенно проверяйте почту и смс-ки. Да, то есть это какая-то электронная новость. Дальше вас ждет успех в этот день в работе, в делах. Деньги, ну тут опять же деньги, мешочек может показывать как поступление, да, например, пришла смс о том, что пришли деньги, так это могут быть и расходы, поэтому тут не могу вам сказать, если сундук это обычно прибыль, то мешок может быть и прибыль, и расход. Дальше свидание, может быть приятная встреча в этот день, застолье, то есть может быть свидание где-то в кафе, в ресторане. И будильник показывает, что в этот день вы куда-то, да, то есть на определенное время должны прийти. Ну, может быть, вот на свидание, да, то есть или у вас какое-то дело на определенное время. И будильник всегда предупреждает, что вы будете опаздывать, вы успевать не будете. Поэтому правильно распределяйте время в этот день. В принципе, события хорошие. То есть все события хорошие, единственное предупреждение по будильнику. Правильно рассчитать все. Благодарю за внимание, скорпионы. Перехожу я дальше к стрельцам. Смотрим стрельцы. 22 января. События дня для стрельцов. Понедельник. Стрельцы. Сразу же выпадает цыпленок вам. Это общение с детками. Месяц. Событие, которое постоянно повторяется, имеет какую-то цикличность. Может быть связано с детьми. Маска, обман. Кораблик, ожидание. Тут два варианта. Успех и надежда. Смотрите, да, то есть можно соединить успех, а можно сделать надежду. Все зависит от того, что вы впервые увидели. Я увидела успех, да, то есть оставляю его. Если вам бросилась в глаза подсвечник, тогда проиграется надежда. Гости. Шарики, хорошие новости, позитивные какие-то. Здесь не вижу совпадений. Значит, смотрите, в этот день будет какой-то контакт с детьми. Ну, возможно, надо будет с кем-то там нянчиться, играться, делать уроки и так далее, возить на кружки. То есть какой-то контакт с детьми. Дальше события, которые повторяются каждый месяц или определенное количество дней. Там может быть 10, каждые 20 дней, каждые 40 и так далее. Гости, хорошие новости, долгое нудное ожидание, успех в работе, в делах и обман. То есть предупреждения у вас два. Это маска, обман, и это кораблик, ожидания. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание, стрельцы. Я перехожу дальше к козерогам. Смотрим козерожки.
Козероги, смотрим, что у вас в понедельник. Ключик, смотрите, хорошо. Ключ — это открытые двери, это то есть все в ваших руках. Перед вами нет никаких преград. Замочек, открываются тайны, секреты, опять же, да, то есть ключом открываются разные замки. Деловая встреча. Чемодан нельзя было, не сказала. Сложный выбор, весы. Еще, кстати, ключик, это может быть, знаете, что какой-то важный ключевой день в 22 января. Как день, который у вас, допустим, там может быть отмечен в календаре, да, то есть какое-то важное событие. Гости нельзя. Смотрим, что у нас здесь. Ножницы нельзя соединить. Здесь тоже не вижу совпадений. Получается, в этот день ключ, да, то есть перед вами открываются двери, появляются возможности. У вас может быть какая-то деловая встреча, открытие секретов, тайн. Что-то выйдет наружу, вы узнаете интересную информацию, которую долго от вас кто-то скрывал. И также еще может быть сложный выбор в этот день. Ну, в принципе, ничего плохого. Даже если тайны не всегда приятные, то есть, но всегда лучше, да, то есть знать, чем не знать. Поэтому так. Благодарю за внимание, Козероги. Перехожу к Водолею. Водолея. Покажите мне информацию для водолеев на понедельник. Что у них там будет происходить? Надежда. Первое событие. Подсвечник. Исполнение желания. Видите, не зря надеетесь. То, на что надеетесь, исполнится в понедельник. Цыпленка нельзя. Будильник нельзя. Откроется какая-то тайна. Свидание еще может быть, приятная встреча. Подсвечник еще может показывать романтическое свидание. Цепь нельзя. Маска, обман. Так что будьте начеку. Понедельник. Здесь не вижу. Проверяем горизонтали, вертикали. Вот по горизонтали есть корабль, ожидание. Долгое, нудное ожидание. Удача есть. Это хорошо, да, прям смотрите. Первое событие, да, то есть и удача. Дорогу нельзя соединить. Ну, здесь нет карты, чтобы проверить. Получается, у вас в этот день удача у вас в кармане. Поэтому, да, то есть в любом случае в этот день вам будет вести. Исполнится желание, будет приятная встреча, будут надежды у вас какие-то в этот день. Откроются тайны, секреты, будет долгое, нудное ожидание. Ну, наверное, единственное из минусов у вас выпало — это ожидание и обман, маска.
Но опять же, да, то есть имея удачу в кармане, да, то есть и плюс вы уже предупреждены о том, что вас могут обмануть, вы можете избежать этого обмана. Вот такая вот информация для вас, водолей, на понедельник. Благодарю за внимание и перехожу я к рыбкам. Так, смотрим рыбки. 22 января. 22 января рыбы. События дня, понедельник. Покажите мне. Рыбки. Застолье, первое событие. Лебедь, верность. Прибыль. У вас сундучок выпал. Финансовые поступления. Успех. Тайна откроется. Замок. Ожидание. Ножницы. Решится какой-то вопрос. Любовь нельзя. И здесь нет совпадений. Получается, смотрите, в этот день у вас будет решение вопросов, причем успешное. Успех выпал. Да, то есть успех решения вопросов, гармоничные отношения в паре, финансовые поступления, открытие каких-то секретов, тайн, застолье и ожидание. Ну, в принципе, ничего плохого. То есть все события у вас выпали хорошие. Так что для вас будет понедельник хорошим днем. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.